Мир вам, мои драгоценные. Сегодня 11 августа. Вот только что солнышко встает. 6 часов 20 минут. Что-то запоздало уже солнышко. Как-то раньше оно вставало пораньше. Ну и за это спасибо Господу, что Господь заботится о нас. Слава и хвала великому Господу Богу за то, что мы пробудились, за то, что мы имеем кушать, где жить, что мы ходим, слышим, видим. Это милость великого Бога. Потому что многие люди не видят, не слышат, и лежат прикованные к постели, но все равно они взывают к Господу Богу о спасении вечной души. Потому что в каждом человеке живет вечная душа, которую Бог вселил для того, чтобы люди жили со Христом и спаслись в Царство Небесное. Потому что Царь Небесный, Сын Божий, Иисус Христос. Ключи от рая только у Иисуса Христа. И дорогу в рай знает только Иисус Христос. Мои драгоценные, кто еще живет без Иисуса Христа? Придите к Нему, и Он примет вас. Потому что Он принимает без всяких условий. Просто нужно сказать: дорогой Небесный Отец, я верю в Иисуса Христа, Сына Божьего, что Он пролил святую кровь на кресте и за мои грехи, как выкуп святой кровью от дьявола. Только так можно было выкупить людей, которые сатана захватил в свои лапы, и который держит людей в страхе, в бедствиях, в слезах, в рыданиях, во всяких бедствиях. Но Иисус Христос в силе освободит тех, которые желают перейти на сторону Иисуса Христа и жить под Его мощную, крепкой рукою, под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего. Будем покоиться, говорить Господу: защита наша, Бог наш, на которого уповает душа наша. Мои драгоценные, никто нас не любит. Никто не любит так, чтобы смог спасти в рай. Ни мать, ни отец, ни возлюбленный, ни дети, ни родные, ни друзья. Никто не может нас спасти. Спасти может нас только Иисус Христос, сущий над всеми Бог. Ему вся слава во веки веков. Отец вечности, я благодарю Тебя, Господи, что Ты когда-то пришел ко мне и обратил меня на Твой святой путь от этого лживого и бестолкового мира, который приносит бедствие людям незнанием истины. Я умоляю, Господь Бог, окажи милость всем, кто со мной находится. Дай им, Боже, покаяние, дай им познание истины. Дай всем президентам земли, Господи, осознать, что они ведут неправильный образ жизни, что они не делают то, что Ты заповедал, Господи, в Новом Завете, Господа, где указано: верь в Иисуса и люби Бога, и люби ближних. А ближние наши — это все люди, которые с нами когда-либо сталкиваются. Я молю Тебя, Господи Боже, дай покаяние, и дай, Господи, духа премудрости всем жителям этой грешной земли, чтобы все осознали, что только Иисус Христос наш Спаситель, что только Иисус Христос Отец наш, Бог наш, Царь наш, Владыка Христос, путеводитель, учитель, адвокат, защитник и судья, который будет судить праведно всю эту землю, всех людей, которые не пожелали прийти к Иисусу и жить так, как Он заповедал. Отец славы, благословляю Тебя, и Ты нас, Господи, благослови. Спасибо Тебе, вечный Бог. Пусть сегодня будет хорошим днем всем людям земли. Аминь.